Олег Белялов признан одним из лучших фотографов-натуралистов Казахстана. На выбор профессии повлиял его отец Вячеслав Белялов, кинооператор, который оставил после себя богатейший архив. А эта старая кинокамера досталась Белялову-младшему в наследство от отца и учителя. Может быть, это вообще очень такой показательный пример именно вот влияния отца на судьбу сына. Потому что мои самые ранние детские воспоминания – это батя, пуховки такие, да, вот он пропахший был этим дымом костров. Потом мы вообще стали большими друзьями, единомышленниками. Но вот эти яркие детские воспоминания я помню, потому что он приходил с гор. Я помню эти трикани, в которые я залазил в один и пытался сдвинуть его с места. Я помню вот эти кофры с аппаратурой, ящики с этим характерным запахом пленки, эмульсии. Отец заметил увлечение сына птицами и привел его в кружок юных натуралистов. Каникулы Олега проходили либо в экспедициях с биологами, либо в экспедициях с отцом. Он уже в школе увлекался фотографией, мечтал стать кинооператором. И вот где-то там в 10 классе на школьных каникулах работал даже рабочим на киностудии «Казахфильм». Потом после армии уже вернулся, устроился ассистентом оператора. Образование он получал в ВГИКе заочно, уже, так сказать, работая в реальных ситуациях. А поскольку вот как раз тогда было зарождение начала 60-х, только появилось телевидение, еще ж не было видео, ну, даже магнитной пленки не было. Все снималось, эфир снимался вживую. Поэтому все сюжеты снимались также на кинопленку, теми же самыми конусами, как и в кино. В 60-е годы Вячеслав Белялов увлекался альпинизмом. Он снимал в горах птиц и животных, с тяжелой камерой поднимался на высочайшую вершину СССР, пик коммунизма, на Памире, чтобы снять фильм об альпинистах. Первый его фильм был «Люди и горы», работа курсовая или дипломная, сейчас точно не помню. Это был фильм о людях гор. Потом в 1963 году после селя, вот этого ужасного Высыки, интерес к глициологии поднялся. У него был фильм о глициологах. Про лесорубов сделал фильм, очень интересный край, далекий ау. Потом про Барсалова был фильм, в 70-м году он вышел. Это судьба человека, который занят ловлей барсов для зоопарков. Вот. Был фильм про охотоведов, про лесников, про человека, который там лес создал, в пустыне посадил. И вот последний его фильм, где человек, так скажем, был еще главным героем, это был фильм о чебанах «Большая кочевка», когда он с отарой прошел полностью ногами, даже не на коне, а именно ногами. Аппаратура была приторочена в вьючном мешке, там, значит, в коржуне. Он прошел от Южного Прибалхашья до Джеляу в Джунгарском Алтае. Таких операторов, как Вячеслав Белялов, во всем Советском Союзе были единицы. Олег, работая у отца ассистентом, месяцами просиживал с ним в скратках в ожидании, когда в гнезде орлана запищат птенцы. Они путешествовали по плато Устюрт в поисках муфлонов, искали гнезда редчайшей птицы серпоклюва. К тому времени Белялов был уже не только оператором, но и режиссером своих фильмов. За его спиной стоял огромный коллектив киностудии, реально, да, это были суперпрофессионалы, которые обеспечивали возможность таким вот творческим людям, как мой отец, создавать то, что они хотят. И, ну, к бате, конечно, было отношение особое его. Но он такой человек был вообще очень, там, не знаю, как, любили его всегда. Приходили новые камеры, Белялову первую давали. Киностудия была той мощной, так скажем, основой, где можно было делать серьезное кино. И заказы, гарантированные заказы. Это тоже очень важно было, потому что батя знал, что на следующий год будет еще 2 фильма, и он предлагал темы, и он часто мне говорил, что ты имей в виду, что ты будешь долго работать на свое имя, да, а потом уже имя только начнет работать на тебя. Ты, говорит, должен снимать очень хорошо, потому что если ты снимешь плохо, скажут, как сын Белялова снял плохо. Ну, говорит, ну имей в виду, что когда снимешь хорошо, скажут, ну правильно, сын Белялова, поэтому нормально все. Вот. Поэтому
Как оператор я не сразу стал работать, тем более, что у меня был больше интерес к фотографии вначале. В конце жизни Вячеслав Белялов снимал природу по заказу BBC, телевидения Германии и японской компании NHK. Он был награжден призами за лучшую операторскую работу на фестивалях фильмов о природе, стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР. Сегодня сын Вячеслава Белялова фотографирует для разных мировых издательств. Вместе с учеными-биологами выпускает книги о природе Казахстана. И уже в который раз он объехал и обошел все красивейшие уголки необъятной страны.